Коми количество погибших в авариях снизилось на 21% в сравнении с прошлым годом. Это стало возможным в том числе за счет работы по повышению безопасности дорожного движения. Содержание дорог, обустройство пешеходных переходов, информационное просвещение. Акцент на школьные маршруты. На их ремонт в этом году республика направила более миллиарда рублей. Об этом стало известно на рассмотрении госпрограммы повышения безопасности дорожного движения в региональном парламенте. Ольга Коняева расскажет в деталях. Школьным маршрутам снова особое внимание. На их ремонт регион направил более миллиарда рублей. В том числе это субсидии муниципалитетам, выделенные по поручению главы Коми. 370 миллионов рублей на ремонт проблемных участков местных школьных дорог. В этом году мы сделали 12 школьных маршрутов, сократив количество школьных маршрутов в ненормативном состоянии на 70 километров. Правда, в середине года ГИБДД переоценила качество дорожных школьных маршрутов и еще 8 школьных маршрутов признала не соответствующими в качеству, но этими маршрутами мы в этом году уже не успеем позаниматься и в следующем году будем их ремонтировать. Всего в республике у нас 25 школьных маршрутов на сегодняшний день не соответствуют нормативу, протяженность примерно 242 километра. Общественники обращают внимание и на безопасность движения учащихся от дома до места посадки в школьный автобус. В результате мониторинга выяснили, что часть вопросов муниципалы могут решить самостоятельно, но далеко не все. Как минимум нужна установка освещения на 9 десятках маршрутов и модернизация почти 200 остановок. Есть задачи по модернизации самих остановочных комплексов, потому что нет ни крыши, то есть закрыться ни от дождя, ни от снега невозможно. Есть проблемы с направлением движения, то есть отсутствуют дорожные знаки, отсутствуют какие-то дополнительные ориентиры и также с освещением. Это то, что муниципалы сейчас сделать этого самостоятельно не смогут. Вот мы будем настаивать на том, чтобы в программу были внесены изменения и данные капитальные расходы для каждого муниципального образования были учтены отдельной строкой. Финансирование программы по безопасности дорожного движения останется примерно на прежнем уровне. На дорогах появятся новые рубежи контроля, продолжат приводить в порядок пешеходные переходы, в первую очередь вблизи образовательных учреждений. Большая часть из них обустроена. 140 миллионов за 2 года направят на освещение транспортных артерий. В этом году электролинии прокладывают на дорогах Ираель-Ижма-Усть-Цильма, Сыктывкар-Ухта, на подъезде к Ижме, а также к селу Палевицы. Еще одна статья расходов – новый механизм повышения безопасности выплаты жителям за сообщение в полицию о водителе без прав, в алкогольном опьянении или покинувшем место ДТП. Была сумма запланирована достаточно большая, 1 200 000. При этом расход в целом и сообщений у нас порядка 20 в Республике Коми. Это не такое большое количество, которое ожидалось. Да? То есть в целом выплаты составили порядка 50 000 рублей. Мы понимаем, что надо, может быть, пересмотреть правительство, и мы спросим правительство, насколько необходимо внести изменения в сумму, которая у нас положена для того, чтобы люди получали это вознаграждение. Тем не менее, аварий по вине пьяных водителей стало меньше. Самый главный показатель по смертности в ДТП снизился на 21%. Однако больше пострадавших и погибших стало среди пешеходов в темное время суток без светоотражающих элементов. Важнейший вопрос, который следует обсуждать на всех уровнях, как я полагаю, это аварийность с участием детей. По итогам 9 месяцев количество ДТП с участием детей увеличилось на 42,7%, а раненых на 34,1%. Это очень большие цифры. При этом удалось добиться сокращения самого важного показателя количества погибших на 66,7%. Почти каждое третье ДТП с участием детей произошло по их собственной неосторожности. Одно из направлений программы – повышение культуры участников дорожного движения. Через СМИ, конкурсы, акции, школьные беседы. В Коми действует 168 отрядов юных инспекторов. Однако госавтоинспекция призвала увеличить финансирование этой работы, а при Министерстве образования открыть центр по профилактике безопасности дорожного движения. Ольга Коняева, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.